Невозможно по берегу идти. Такие завалы там. Ветровалы. Непроходимо. Даже до сюда дошло, блядь. Видели, как там? Вообще ужас. Я говорю, о, блядь, там не пройдешь. Тут озеро. Даже звери тут обходят. Ай, блядь. Фух. Это да. Ай, блядь. Фу-фу-фу. Пипец. О, видели? Надеюсь, видно, вон. Прям делянка целая образовалась. Все повалило тут. Примерно 200 метров, 150. Шириной такой волок, блядь. Это уже в этом году на добавок. Кошмар, блин. О, блядь. Пипец. Зимой на лыжах проходил. Даже на лыжах трудно ходить. Вон и дальше идет там полоса. Ладно, левее я возьму. Где-то тут рябчик сам отозвался.
Ну что, ребят, я вернулся. Вот мои бездельники встречают меня. Ругают. Смотри, прям что-то говорит. Тулан. Тула. Сейчас отпущу вас тоже. Отпущу. Сейчас погуляете. Короче, я начал снимать на другую камеру уже. Это камера, которая на лбу у меня. Снимал, и в ненужный момент у меня карта памяти заполнилась. Все кадры, такие кадры были, такие выстрелы, все за кадром осталось. Блин, вот нелепое положение я попал. Пауэрбанку подсоединено, не надо бояться, что аккумулятор сядет или еще что. Подвела карта памяти. Я еще немножко пострелял. Немножко это я добыл. Еще, получается, 3 рябчика при вас стрелял. И еще 5 штук за кадром получилась стрельба. Вот такие дела. Хорошие выстрелы были. Очень хорошие налеты. Я вам говорю. Сейчас покажу, что я настрелял. Все равно придется мне чистить все это дело. Как бы внутренности убрать. Ну успокойся. Ну что, вот это последняя птица, которую я стрелял. Так, один. Это самочка попалась, вон как. Это в воду еще упала, блин. Точно, да. Второй. Это третий. Это куда-то в грудину куда-то попал. Третий. Четвертый. Это непонятно. Это, наверное, прям на меня, который залетел. Зоб полный, не знаю, что там они ели. Наверное, почки. Так, получается. Или этот упал в воду? Этот упал в воду. Вон. Грудину вот сюда пуля прошла. А это вторая самка. Это на сухое место упал. Да. Блин, так жалко. Очень. Просто мне так хотелось поснимать, показать эту стрельбу. Вообще великолепная охота была. Так, это получается тоже в шею. Но это уже первые выстрелы. Это когда я еще снимал все это дело. Это все. И, наверное, это последний. Это уже вообще холодный. Вроде закончилось там. У меня только тормозов. Получается 1, 2, 3, 4, 5. Ну да, и 3 штуки при вас. Вот такая охота сегодняшняя. Неплохо, думаю, пострелял я. В кого стрелял, в принципе, там не помню, кто-то из птиц. Наверное, в кого стрелял, во все птицы попадал. Кроме глухаря. Ну, примерно так. Сейчас зайду и за столом расскажу, как все это дело было. Давайте, ребят, я расскажу все как было, пока я не забыл подробности, потому что моментов очень много бывает, и бывает там возьмешь и забудешь. Так, сейчас что пишет, сейчас я покажу. Вообще вырубилось. Так. Сейчас включу, там какая-то вот и сим-карта показывает, что блять, что ты не включаешься-то.
Что, пауэрбанк что ли сдох тоже? Нет. Вида. Пипец, тоже сдох. Пауэрбанк тоже зарядить надо. Сейчас надо, придется станцию что ли включать. Короче, кругом беда. Пипец, я сегодня снимал. Что-то быстро он... Аккумулятор разрядилась. Так. Надо вам показать надпись, что там было хоть. Что ты мигаешь? Ну? Аккумулятор надо полностью поменять. Поэтому это глюки такие идут. У этого все. Он показывает зарядка. Мигает там. Так. С чего бы взяться? Все разряжается, блин. Так, ладно. Потом разберусь с этим. Раз начал, все-таки я покажу, что там. Такая надпись идет. Не знаю, по-английски я ни хрена не понимаю. Читать не умею, то есть. Сейчас включится. О. Full написано, full. Не знаю, что такое, full. И карта памяти как бы, все, хана. Так. Надо сразу поменять. А то чуть позже поменяю. А дело как было, ребята? Когда я еще пальцем так показывал, это должно еще было заснять все это дело. Видеокамера. Пальцем я показывал, на земле там бегал этот рябчик. И, короче, я в него выстрелил один раз, я не попал. Расстояние буквально 20 метров, наверное, я не попал. Потом следующий раз выстрелил. И знаете, вот под ноги опять попал. Ну, знаете, вот с близкого расстояния я не могу определить, куда прицеливаться с мелкашкой. Давно не стрелял, год уже прошло. Подзабыл я вот всю эту стрельбу. И, короче, еще раз стрельнул, второй раз, короче, и снова не попал. Он перелетел на другую ветку. И последний патрон оставалось у меня. Вот этот патронтаж, который здесь 12 патронов, наверное. Последний патрон, этот юниор старый, черный гильза. Я не знаю, уже надежды не было, что он вообще выстрелит. Я из него выстрелил и, знаете, вот, птицу низом пошла и куда-то вот в живот попал. Ну, низом, там, лапу перебило или еще что-то там. И он опять перелетел, рябчик, и сел. Сел так и сидит. Думаю, упадет, не упадет. Я из рюкзака патрон достаю. И перезарядить надо. И этот рябчик так крылья расправил и упал. Я видел примерно там. Пенек сразу приметил за пеньком куда-то в ту сторону. Надо сразу вот какое-нибудь что-то запомнить. Примерно вот какое-то дерево или пенек или еще валежник. Ну, ориентир, чтобы взять. И, короче, я этого рябчика нашел. Значит, я уже
во время съемки там стрелял, вот, и в него 3 патрона, это патронтаж у меня ушло, я по-новому сейчас уже патроны там, этот, как его, ставил полностью. И тут у меня вот 5 патронов я выстрелил. 5 патронов. 5 патронов. И когда я подходил к рябчику, еще 2 патрона у меня с собой было. Один ствол ставил. Да, один ствол ставил. Что-то вот так. Ну, короче, иду дальше. А там, вот где вот я стрелял, и у меня аккумулятор разрядил, не аккумулятор, а карта памяти закончился, вот там 3 рябчика было. Да дальше иду, потом опять слышу, один перелетел на другой берег реки, а второй где-то, ориентир я взял, где-то примерно я видел щел, птица щела. И я присматриваюсь, думаю, не найду. И вдруг шевельнулся он, этот рябчик. И знаете, вот это, получается, второй рябчик, который я стрелял без съемки уже. Он, короче, за стволом дерева. И вот если от вас, вот вы смотрите, вот так шея была видна. И грудина чуть-чуть. Ну, думаю, у меня другого выхода нет. А сама туша вот за деревом, только шея и грудина вот так видна. Я взял и не спеша, у меня был упор на колено, рука взял, ёпс, и попал точно в цель. Начинаю вспоминать тактику стрельбы. Из-за того, что мало стреляешь, ты не можешь определить расстояние, не знаешь, куда прицеливаться. Ты в банку от 50 метров стреляешь, ты попадаешь. А когда уже птица за 70 метров, уже надо чуть-чуть по-другому прицеливаться. Или есть за 20 метров, опять по-другому прицеливаться. Ну вот уже 2 рябчика я стрельнул. Иду дальше, прилично прошел. Ни одного свиста, ничего так. Потом свистанул, к речке вышел, так думаю, смотрю на речку. Где я первого рябчика за кадром я подстрелил, там еще интересный какой-то звук был. Непонятно, вот похоже на утку и не похоже на утку. Вот думаю, там выдра. Примерно так я прикинул. Я не знаю, что за зверь такой. Я немножко так испуг какой-то почувствовал. Потому что там ближе находился в том месте, где опасная встреча с медведем была. И никак этот страх не проходит у меня. Это жуткое место для меня. Вот тот угол. Я возвратился так к речке, посмотрел, но ничего нету там. Ну и пошел. Вот. А в том месте уже, куда уже по-новому вышел к речке, я уже опять свистанул. И знаете, я прошел участок, и там месте, оказывается, рябчики были. И знаете, сразу, моментально на меня, сразу двоем прилетели в щели. Одного, короче, вижу. И еще свистанул. И он, знаете, вот сел, вот такие кадры, ребята, были. Вот, ну, прям у меня вот душа горит, хочется показать все это в реальности. И вот, ну, никак не получилось. И вот этот рябчик сел на голову почти, вот буквально от меня 3 метра, прямо над головой. Я не в оптику прицелился, а вот стрелял из открытого прицела. Взял и шлепнул. И как-то вот птицу заклинило. Вот. Он вот все, он так и упал так, и непонятно, что с ним случилось. И знаете, вот даже не знаю, куда пуля попала. Вот ни кровинки, ничего. Потом еще свистанул, но уже знаю, я слышал, вдвоем прилетели, но второй тишина.
Потом уже некуда деваться, дай, думаю, подойду. Начал подходить там туда-сюда. Он взлетел, эта птица взлетела и куда-то села в сторону. Потом опять подошел. И, знаете, вот ветка, этот предала я, шевельнулся чуть-чуть, и ветку я увидел. Так, ах, ё-моё, такая елка такая, ну там заметить нереально было. И смотрю, там какой-то силуэт, я вижу, в оптику смотрю, точно птица сидит. На шлеп, и опять попал. Короче, это 4-й я уже. За кадром уже 4 птицы я подстрелил. И уже вот сюда оставалось, скажем, по реке ниже на 3 поворота, наверное, ниже. Потом уже, ну, надежды уже никакой не было, что кого-то я встречу, думаю, ладно, иду, ну, что я теряю, свищу и иду. Свистанул, и вдруг на глаза вот у меня где-то за 100 метров на другом берегу рябчик подсел на березу. 100 метров. О, хочется выстрелить, знаете, вот. Ну, и в то же время птица сидит за рекой. Думаю, выстрелю, попаду, придется мне на лодке туда ехать. Лень. Дай, думаю, себя в руках держу, не выстрелил. А охота, ну, хочется пострелять здесь за 100 метров. Потом свистанул, второй свистанул. Он тоже не терпешь ему. Хули, блядь, мужик. Этот хвост вверх поднял и давай поветка туда-сюда, блядь, бегает. Ну, и давай я самочкой так. Самочкой разок, второй. Не выдержал паренек. Взял и на меня. Прям вот как истребитель на меня летит. Вот крылья расправил и прям в лоб. Думаю, сейчас, если не береза, меня ёбнет. И вот, блин, вот бы заснять. Вот, и как истребитель возле меня полетел, и метров 15 чел, дурачок. Ну, знаете, вот такие моменты, когда он уже вблизи, ты резко с ним тоже и поворачиваешься. Не надо бояться там, не надо ждать, что он сел, и тогда уже начинаешь ворошиться. А вот именно, когда вот возле тебя так прошел, и он еще не сел, и так резко ты повернулся, и уже все. Он сел, и ты уже наготове. Ну, тоже выстрелил и попал. Вот такие истории. 5 штук за кадром. Ну, что я могу сделать? Ничего я и не смогу сделать, потому что у меня... И видите, как и Powerbank разрядилась. Я сегодня, наверное, придется станцию завести, там, Powerbank подзарядить. Ох, хорошо. Удачная охота, это я буду считать. Это нормально. 2 и больше я стрелял, но 8 штук рябчиков. Ну и прикиньте, сколько я уже здесь нахожусь. И за это время только первая добыча. Конечно, глухарь улетел, но что поделаешь. Будем вспоминать, как все было. Вот там, вот, скажем, почти полчаса я подкрадывался к рябчикам, сколько свистел там туда-сюда. Вот и карта памяти. 2 часа было там для съемки. Надеюсь, ничего с ним не случилось. Все заснял, что как было. Ну, примерно так, ребят. Сейчас я буду немножко подкреплюсь. Хочется покушать. Остатки доем картошки. Почищу все это дело рябчиков. Собак надо накормить. Собакам надо сварить. И дел не проворот. Вот сейчас время 2 часа. Я вышел 6 часов. Прошел 6, 7, 8 часов на ходу. В некоторых местах тихо, медленно шел. Но первые выстрелы, конечно, неутешительные были. Потому что я расстояние не могу определить. А уже старался под яблочко. Думал, близко сидит там 25 метров.
Думал, под яблочко надо стрелять, а оказывается в яблочко. Ну, вот такие нюансы в стрельбе и промахи бывают. Но в принципе я сегодня стрелял. В кого стрелял, все, вообще, все птицы я добыл. В некоторых несколько раз пришлось стрелять. Но вообще, безбашенные, конечно, рябчики. В азарте они надо покушать, ребят. Ладно, встретимся чуть позже. А сейчас я все эти дела сделаю, потом еще, может, поболтаю.